Здравствуйте, ребята! Тема нашего урока – бессмертные звуки лунной сонаты. Такие вечные источники страданий, как одиночество или неразделенная любовь, предстают в искусстве отнюдь не мелкими. Напротив, они исполнены своеобразного величия, ведь именно они раскрывают подлинное достоинство души. Бетховен, отвергнутый Джульеттой Гвичарди, пишет лунную сонату, даже сумраком своим озаряющую вершину мирового музыкального искусства. Что такого в этой музыке? Что притягивает к ней новые и новые поколения? Какая бессмертная песня звучит в лунной сонате, торжествуя над всеми сословиями мира, над суетой жизни, над самой судьбой? Богатство вместе с властью вольно бродит, вступая в океан добра и зла. Когда они из наших рук уходят, любовь же, пусть неправильной была, бессмертная в бессмертии пребудет. Все произойдет, что было или будет. Любовь бессмертная. Пусть она редкая гостья в мире, но все же она есть, пока звучат произведения, подобные лунной сонате. Не в этом ли заключено высокое этическое значение искусства, способного воспитывать человеческие чувства, призывать людей к добру и милосердию по отношению друг к другу? Подумайте, как тонок и нежен внутренний мир человека, как легко его ранить, уязвить, иногда на долгие годы. Мы все больше осознаем необходимость защиты окружающей среды, экологии природы, но по-прежнему слепы в отношении экологии человеческой души. А ведь это самый динамичный и подвижный мир, который порой заставляет о себе тогда, когда ничего уже нельзя поправить. Слушайтесь во всевозможные оттенки грусти, которыми так богата музыка, и представьте, что живые человеческие голоса рассказывают вам о своих печалях и сомнениях. Ведь часто мы поступаем неосторожно не от того, что злы по природе, а от того, что не умеем понимать других людей. Такому пониманию и может научить музыка. Нужно только поверить, что в ней звучат не какие-то отвлеченные идеи, а реальные сегодняшние проблемы и страдания людей.
На этом я заканчиваю урок. До свидания, до следующих встреч.